Итак, мы проехали Красноярск по объездной, вернее объехали его. Сейчас заезжаем на мост, знаменитый мост через реку Енисей. Так, а мы подъезжаем к городу Ачинску. Город очень большой, с населением порядка 100 тысяч человек. Очень большой и длинной, многовековой, можно сказать, историей, начинавшейся с 1680 года, возведением острога, дабы оберегать наши земли, от набегов всяких разных хазар и татар, подобного рода всяких завоевателей. Тогда еще эти киргизы на нас что-то там нападали, не помню какие. Были в те времена всякие разные взаимоотношения у нас такие непростые. Вот. И, на месте этого острога и был возведен поначалу город Ачинск. Затем, там уже в 19 веке в этот город ссылали наших революционеров, которые, в принципе, и во многом повлияли на развитие, на экономическое, на гуманитарное развитие этого города. Мы в сам город заезжать не будем, мы свернули на объездную дорогу и таким образом обруливаем его, проезжаем мимо. Нам в Ачинске не нужно, но основную информацию до вас довожу, что в этом городе побывали мы с вами. Достаточно большой, третий по численности населения город. Это имеется Красноярского края. Ачинск. Здесь очень сильно развита металлургическая, промышленность. Здесь добывают, по-моему, глиноземы и сталеплавильные заводы, соответственно, имеются. Соответственно, большая железнодорожная станция, развязка. Очень много здесь различных других предприятий, связанных с добычей руды. Вот один из каких-то заводов. Здесь мы проезжаем мимо, но, к сожалению, ночь, и мы нифига тут не можем разобрать. Может, какой-нибудь Ачинский глиноземный комбинат или еще что-то. Так, мы, конечно, едем как раз по объездной дороге, где сплошные промзоны. Справа Сибирский городок, торговый центр, вот там у нас. Сейчас будем проезжать. Видео. Что-то там. Я вот говорил,
большущий торговый центр. Но мы в него заезжать не будем, мы едем мимо. Туман, конечно, на улице, блин, все по-прежнему на улице. А, нет, здесь теплее, 29 градусов показывает наш термометр. Даже если он проверяет немного, пусть будет 30-ка. Короче, набрал я вам немножко. Кажется, не стали плавильные, а тут производство алюминия. Сульфат калия, сода кальцинированная и всякое такое богатство здесь производят в этом знаменитом городе Ачинске. Короче, сплошная химия кругом. Там что-то гаишники кого-то заарестовали. Мост проезжаем под мостом. А, это не гаишники, они просто сопровождают кого-то. Колонну автомобилей. А, ну понятно. Да, ну и естественно, как повелось со времен еще 19-го, начала 20-х веков, конечно, сюда как ссылались ссыльных, так и в данный момент здесь находится пересыльная тюрьма Ачинская. Вот. Ничего не поменялось. Что-то еще хотел сказать. А, стоит он на реке Чулым, а также есть там приток, река? Приток Тоби, что ли, что-то такое. Забыл. Ну, основная, конечно, это артерия города, это река Чулым. На этой речке как раз и казаки поставили первый свой острог, дабы оберегаться от енисейских киргизов. Так гласит это Википедия. Но пока едем, вот вычитали такую интересную информацию. Вы же сами не полезете смотреть про Ачинск информацию. Я вот вам раз еду и рассказываю. Да, вот там видны трубы, конечно, дымящие. Блин, ничего не видно, наверное, скорее всего. С левой стороны, скорее всего, это и есть наземный комбинат. Трубы и практически чистейший экологический дым, который заволакивает атмосферу города Ачинска. И люди здесь просто живут и наслаждаются этим чистейшим горным воздухом. Поэтому всем, кто живет в этом городе, огромный наш якутский привет. Вот. Не забывайте смотреть наши интересные фильмы. Там какая машинка интересная стоит. Заправки здесь каждые, наверное, 150 метров. Каких только здесь нету этих продавцов топлива. Но мы всегда заправляемся, как-то нас подсадили на Роснефть. Все, по-моему, уже объездная закончилась. Мы сворачиваем в сторону Кемерово. И едем дальше. Наше путешествие прерывается на ужин и, скорее всего, гостиничный отдых. Столовка. Не знаю, как это называется. Какой-то каштан. Что за каштан, я не знаю, но это какой-то город. Потому что вот там вот башня какая-то стоит. Телевизионная, как Останкинская. Вот. Ну, мы идем поужинать. Привет, мои друзья! Мы сейчас находимся в Мариинске. Это почти недалеко от Кемерово, Кемеровская область. Вот такая вот деревня. Мариинский район, город Мариинск. Население небольшое, по-моему, что-то порядка 30 тысяч человек. Мы остановились в таком мотеле. Просто все, что было по пути у дороги, все замерзло, поэтому пришлось свернуть в Мариинск. Вон ведется погрузка, второй автомобиль. Воняет, конечно, этим
дымом, все топят печки углем походу. Такое, знаете, как на железной дороге, короче, паровозы как будто везде. Вонища такая. Ну нормально. Как в деревне побывали. Так, а мы садимся, едем дальше. Сейчас, может быть, по Мариинску проедем, что-нибудь покажу еще интересное такое. Потому что город очень интересный. Хотелось бы по нему погулять, походить, посмотреть. Всякие разные достопримечательности. Говорят, очень красивый город. Мы вчера ночью проехали по нему. Он действительно очень красивый. А, рядом железная дорога проходит. Вот там. Поэтому утром слышали паровозные гудки, свистки и тук-тук. Чух-чух, да. Нам повезло, сегодня 25 градусов, но, по-моему, по ощущениям 38. Очень холод собачий. Выспались, в гостинице хорошая. Нам просто повезло. Мы едем по гостеприимному городу Мариинску. Городом, конечно, его трудно назвать. Но, во всяком случае, в центре вчера мне понравилось. Там было красиво, хоть и ночью. Такая вот малоэтажная застройка. Ну, я так понимаю, этой застройки уже лет 300, наверное. Как и самому городу. Нет, вот есть кирпичные дома, довольно-таки свежие постройки. Дома сталинской эпохи, наверное, да, вот эти вот двухэтажные с высокими потолками, скорее всего. Какие-то старые школы. В общем, мы покидаем этот, как я уже сказал, гостеприимный город и отправляемся в сторону Кемерово. Что-то мы тут едем по серпантинам. Тут, видимо, кто-то уже приехал. Да, что-то кто-то валяется в кустах там. Да, серпантины они такие. Вон же посыпалочка поехала. Офигеть. Кто-то не вписался в поворот. И вот об этот грузовичок немножко помялся. Да, это перед Кемерово. Здесь горные серпантины. Тут летают очень быстро, не осознавая, что сейчас очень скользко. А здесь вот показывает у меня термометр почему-то минус 15 градусов. Видимо, мы в гору высоко забрались. Ну, едем, вроде все нормально. Они, конечно, не такие крутые, как под Иркутском, где спуск к этому, к Байкальску. В Белокурихе тоже мы были, там вообще серпантины страшенные. Здесь обычные, нормальные, ровные дороги. И то люди умудряются куда-то съехать. Итак, нас приветствует город Кемерово, столица уголька, рудничный район города Кемерово. Дорожка, конечно, хорошая, вообще прекрасная, можно сказать, в Кемеровской области, вообще в Кемерово дороги. Всегда господин Тулеев молодец, дороги всегда поддерживал в хорошем состоянии.
всей Кемеровской области. Это будет заметно сразу, как только мы переедем в Новосибирскую область, мы сразу это почувствуем. Так, ну солнышко уже здесь намного выше, чем в нашей якутской, обители. Понятно, что и денек уже у нас подлиннее. Правда, тучи какие-то непонятные. На улице температура потеплела, вообще Кемерово. Минус 18 градусов у меня на термометре. Наконец-то зима у нас для нас хоть немножечко закончилась. Всю дорогу минус 40 и минус 40, Но это у меня термометр на 40 заканчивался, просто там ниже не показывало. Обычно даже было ниже. Даже в Мариинске нас спрашивают: а вы не боитесь ехать в такой мороз? Я говорю: а сколько градусов? 37. И я говорю: да, не переживайте, мы 52 пережили, а ваши 37 это вообще ни о чем. Поэтому, видите, работают люди, смотрите, все чистят. Не зря это Кулиев кушает свой хлеб. До Кемерово получается, официально 1 километр еще. Мы сейчас заезжаем на Газпром, заливаемся до полной бензика, кушаем свой бутерброд с кофем и лупим на Новосибирск. У нас остается 300 километров там с небольшим. И в принципе путешествие наше, надеюсь, удачно закончится. А мы сейчас, конечно же, на въезде попадаем в пробочку, как положено. Вот он, знак Кемерово, отсюда начинается сам город. Так, а мы едем по городу Кемерово, мы уже въехали в него. Историческая справка по городу. Значит, городом он стал в 1918 году, а первые упоминания в этом городе были еще в 1730 году. Назывался он Комарова, и только потом наемный немецкий какой-то ученый переделал это название на Кемерово, и поэтому такое название к нему и приклеилось, и с тех пор оно и есть. Находится он на двух речках: река Томь и Скитимка. Так, сейчас мы спускаемся к огромным тем дымящим трубам. Какую-то часть города мы уже проехали, непонятно какую. Но спускаемся вниз, возможно, даже это какая-то будет объездная дорога на Новосибирск. Скорее всего, в Кемерово мы не попадаем, нам туда и не надо. Только что видел, значит, ходят трамваи по городу, очень красивенькие, такие зелененькие, не то что в Новосибирске, а чувствуется, что пускаются они где-то в России, скорее всего, но имеют достаточно презентабельный вид. Вот по левой стороне вы видите уже трамвайчик, трамвайные пути, и на мосту вон трамвай стоит, видите, да? Так, проезжаем какую-то красную горку. Кузбасс. Значит, Кемерово — это столица Кузбасса, столица добычи угля. Также еще в 17 веке, в 19 веке уже было известно, что на берегах этой реки можно было добывать каменный уголь. Население Кемерово ориентировочно 550 плюс-минус тысяч человек. По-моему, 30-й город по качеству жизни. На 10-м месте по России по качеству жизни этот город. В 17 году завоевал даже звание лучшего города. И что-то там на 30-м месте. Что-то я забыл. Короче, на 30-м месте по численности населения в России. Ну, город по численности населения. Ну все, мы покидаем столицу Кузбасса. Нанюхались мы уголька, потому что здесь все дома отапливаются углем. Вот видите, с левой стороны, вот даже вот стоит машина, она собирает эти
баки, в которые люди сваливают как шлак от сгоревшего угля. Здесь очень вообще популярно вот это вывоз шлака. Я так понял, возле практически каждого дома стоит такой бак. Туда люди выбрасывают сгоревший уголь. Он даже стоят, они дымятся. Вон, видите, даже дымка везде на горизонте. Это все из-за того, что город отапливается углем. Ну, грех, по-моему, не отапливаться. Елки-палки, стоит на угольном разрезе. Все, мы поехали на Новосибирск. У нас впереди, по-моему, 300 с чем-то километров. И будем уже снимать, наверное, в Новосибирске на подъезде. Ну, здравствуй, Новосибирская область. Конечно, можно было и обновить значок. Какой-то он такой дохленький. А мы сворачиваем в 150 километрах от Новосибирска. Мы останавливаемся в кафешке немножко перекусить, потому что все равно ехать часа 2-3, а уже обеденное время. Надо немножко что-нибудь закинуться. Не знаю, что здесь за кафе, но посмотрим. Все, мы прибыли в город Новосибирск. Уже едем по Богдана Хмельницкого, проезжаем Kia Центр. Здесь у нас также Mitsubishi, Nissan, Toyota и так далее. Вот эти автоцентры будут встречаться сейчас нам по пути, но нам они абсолютно не интересны, потому что, в принципе, Новосибирск просто был нашей целью окончательной целью нашего путешествия. Вот, мы приехали сюда, будем здесь встречать Новый год. Вот. Ну что ж, наше путешествие, в общем-то, уже заканчивается. Про Новосибирск я ничего не буду рассказывать, вы и так сами про него все знаете. Дорога была тяжелой, все-таки 4 суток, и может быть даже больше. Да, в Новосибирске нас встретила отличная погода, по нашему термометру минус 6 градусов, может быть там чуть больше, он подбирает. Черный снег. Пробки вечные, короче, разбитые дороги. Сейчас поездим, постоим в пробочках. По пути у нас тут магазин Colorlon. Хороший магазинчик, мы тут проезжали как-то, брали в нем всякие эти строительные материалы. Так, что еще? Ну, в принципе, поездка она удалась. Прошла абсолютно гладко, без поломок, без всяких каких-то эксцессов и неприятностей. Машина показала себя отличным, полностью оправдала себя, свои ожидания. В машине в любой мороз было тепло, сухо, уютно. Ни разу не подскочила температура, ни разу, нас нигде не растрясло, независимо от того, где мы ехали. Особенно зимник, который вымотал нас, за 1,5 суток дороги. А так, в принципе, везде по всей протяженности от Верхнемаркова и вот до этой точки, до Новосибирска, дороги везде асфальтированные, шикарные. Природа мы наснимали везде, во всех регионах, кое-какие города там мы снимали, рассказывали исторические всякие факты из истории этих городов. Про Новосибирск опять-таки ничего не буду рассказывать, потому что он очень большой, и про него можно рассказывать, отдельный сериал снимать. Бензин в Новосибирске 41,90 стоит 92 бензин, 45,15 95. Как и везде по протяжении от города Усть-Кута и до Новосибирска. Цены на бензин плюс-минус 1 рубль, там 50 копеек может быть, одинаково. Поэтому
на этом наше видео заканчивается. Завод химконцентратов мы проезжаем. И, наверное, сейчас станем в пробку. Так, еще раз, значит, наше видео заканчивается. Всем, кому это было интересно, молодцы, друзья, что посмотрели. Досмотрите обязательно до конца. Это будет, я думаю, всем очень и очень интересно. Поэтому мы с вами сегодня все заканчиваем, прощаемся. И я думаю, встретимся в наших новых сериях. Обязательно не забудьте подписаться. Обязательно поставить внизу большой-большой лайк. Вот такой. Раз, оп, и оставить свои комментарии внизу. В новых сериях встретимся, я думаю, либо из Новосибирска, либо будем новые серии снимать уже в городе Мирном, либо на обратном пути. Всем пока-пока, огромный привет из Новосибирска.